Почему все-таки власть не хочет, чтобы люди, не живущие в Ингушетии, узнали правду про то, что там происходит? Здесь нам только вот простому люду остается только догадываться, почему же так. Очень непонятная ситуация, когда власть всячески блокирует. Тут поймите одно, вот когда, почему полгода назад, вот эти октябрьские, так называемые, да, в 2018 году, в начале октября, первые эти митинги пошли, власть тайком от народа переформатировали границы. А то, что касается вот при наличии имеющихся проблем, да, нерешенных проблем в соответствии с законом о реабилитации репрессированных народов, это уже настолько уже избитая тема, настолько долгожданный закон и 27 лет не реализованный, к сожалению, великому. Вот. На фоне этих всех событий вот наложилось еще одно, и, соответственно, народ уже понял, что дальше некуда. Народ уже оболванивать нельзя. Нельзя дурить, как сказал один умный человек, всех все время. Некоторых некоторое время можно, а всех все время никак не получится. Некоторые люди это понимают, допустим, еще с раннего назначения этого третьего уже губернатора, да, руководителя республики. Некоторые только-только начали просыпаться, и уже в конец вот, почти абсолютное большинство, и стар, и млад, они уже поняли ситуацию, куда мы идем, что идем в никуда, это путь в никуда, это пора останавливаться. Почему власти думают, что решить проблему можно, замалчивая ее, не давая ее освещать на телевизионных и радиоканалах? Они считают, что люди устанут и совсем согласятся? Видимо, они рассчитывали, что в достаточной степени запуганные какие-то вот какими-то, скажем так, прямо неконституционными решениями и действиями, видимо, сочли, что общество уже готово, созрело к тому, чтобы им манипулировать, лепить из него все, что угодно. Но не тут-то было. Здесь в последний момент, как еще Антон Иванович Деникин в своих мемуарах, очерках русской смуты, упоминал, что самое способное к консолидации в трудный момент это ингушское общество. В принципе, вот эти вот генетически, может быть, на каком-то уровне, и хвала Всевышнему, мы спохватились вдруг, дабы не оказаться уже у разбитого корыта. И уже все задаются вопросом, доколе? Не кажется ли вам, что проблема с границей создана искусственно, чтобы разжечь конфликт между дружественными народами? Исторически вот каких-то определенных, да, где бы проходила какая-то линия, этого не было. Но заметьте одно, и у того, и у другого народа в авторитете мнение некоторых религиозных ученых, исторических таких личностей, которые оставили богатое наследие на сегодняшний день. Сегодня какие-то там передвижения произошли, возникла необходимость какого-то муниципального или административного деления. Это опять-таки не говорит о том, что вот здесь вот конкретно наша черта, конкретно ваша черта. И вот кто-то решил, что вот так вот можно. И опять-таки решил в ущерб ингушскому народу. Вот за последние 100 лет, если заметите, если положить карту, то еще с царских времен, с 1856 года, территория обитания ингушей, она идет на убыль. То есть сегодня мы себя почувствовали ущемленными в этом самом. Границу можно было провести безболезненно для другой и для этой стороны. И она, в принципе, могла проходить именно там, в соответствии с документом, подписанным первым президентом Чеченской Республики, уже как бы интегрированной в российскую нынешнюю действительность Чеченской Республики, Ахмад Хаджи Кадыровым-старшим, и подписанный президентом Зязиковым в 2003 году в марте. Это был протокол, в соответствии с которым указывалось, что 2 населенных пункта из Сунжинского района, бывшего Сунжинского района, скажем так, еще вообще опирались на административные, вот эти границы, когда возникали, опирались они на сельскохозяйственные границы. 2 населенных пункта отошли с легкой руки предыдущего, первого президента Ингушетии, отошли к Чеченской Республике. То есть были уже как бы согласны, учитывая, что доминирующее количество жителей этих населенных пунктов уже составляют чеченцы.
И вот на этой основе вот какой-то консенсус был достигнут. Совершенно было бы, в принципе, безболезненно оставление этого. Ну, конечно, осадок у ингушей бы оставался все равно. Но тем не менее, вот как говорится, смирение было. Но тут решили, сперва как бы указывалась именно вот эта вот линия, что все уже как бы ощущали себя в том, что да, эти два населенных пункта отошли, ну что поделать, ну братские народы, что нам делить, свободно можем передвигаться, ездить. Но тут вообще зашли вглубь, а отрезали в 2009 году этому заповеднику Эрзи, горно-лесистой местности Ингушетии, туда была включена довольно такая 29 тысяч гектаров, по-моему, площадь, и она была включена распоряжением правительства, подписанной рукой Путина, между прочим, документ, что территория заповедника Эрзи расширяется за счет этого лесного массива, который сегодня оказался на территории Чечни. То есть Владимир Владимирович своей рукой подписывает документ, что вот этот лесной массив и эта территория принадлежит Республике Ингушетия. Сегодня оказывается это с легкой руки Евкурова и Кадырова, что она чеченская. Ну поясните нам, в конце концов, сколько можно, как это так, как может вот такие вот фокусы происходить. Объяснений никаких нет. Есть желание подавить мнение любого. Глава, может быть, его кто-то и уважает, но не буду озвучивать свое отношение к нему. Садиться напротив переполненного зала, зная, что оттуда никаких выкриков, никаких одергиваний ему не будет, прямым голосом заявляет: свое мнение вглубь куда-нибудь утаите. Мы такого разговора, мы к этому отношению не привыкли. А почему он себя так ведет? Он что, считает, что он выполняет волю более высокого правителя, и поэтому ему все это может сходить с рук? Мы не считаем, допустим, лично я не считаю, что он волю какого-то высокого правителя исполняет. Высокому правителю, скажем так, на такой огроменной территории, да, есть куда смотреть. И, в принципе, вот эти вот мелкие наши дрязги, казалось бы, да, но из которых это маленькая искра, не дай бог из него что-то возгорится. Но, тем не менее, должного внимания мы на себе этой ситуации, зарождающейся, такой бурлящей, не видим со стороны федерального центра, к великому сожалению. Совет Тейпов, это как альтернативный парламент. Мы обратились на имя Владимира Владимировича Путина, сказали, что: уважаемый президент, гарант Конституции, мы выбираем вас не только президентом Российской Федерации, но и главой Республики Ингушетия, так как должного главы, соответствующей с этой должностью, у нас сегодня нет. Скорее всего, здесь речь идет на местническом уровне, на уровне СКФО, скажем так. Где-то схлестнутся какие-то интересы, руководитель Северокавказского федерального округа, возможно, там дает какую-то отмашку, типа: ребята, вы меня тут назначили, я герой России, все будет нормально. Но нормально не становится. А что ответил Путин на ваше обращение? Вы знаете, обращение вот в январе месяце 2019 года, вот в начале года, более 51 тысячи подписей. Но эта цифра, она где-то оборвалась вот на этом процессе. Мы уже поспешили их подать. Их было бы и 100 тысяч. И наверняка и на 100 тысяч был бы ответ такой же, как и сегодня. На 51 тысячу подписей с требованием возвращения нам права выбирать себе главу, выбирать себе депутатов достойно и способом мажоритарным и пропорциональным 50 на 50, как и в других субъектах. Это совершенно конституционное право. Это право народа, да, избирать и быть избранными. Вот мы на это ответа пока еще не получили. С администрации президента пришел однажды ответ по истечении 30-дневного срока, мол, все в рассмотрении стадии, подождите еще месяцок. Ждали еще месяцок. И вот с 18 января поныне и ВОЗ опять же там. А что сейчас происходит? Ну, я слышал, что есть арестованные, есть среди арестованных и старейшины, но эта информация не свежая. Что вот на сегодняшний момент происходит в республике? Да, по 10 суток как бы вменили, как зачинателем этого, допустим, да, как уведомителем о проведении митинга. И
якобы это организаторы последующих каких-то беспорядков были. Это акция устрашения. И тем более в республике несколько изоляторов временного содержания. Есть следственный изолятор, довольно-таки новый, люди проезжают, говорят, это что, гостиница? Нет, ну, там колючая проволока выдает, что это изолятор. Новое здание, имею в виду, полупустые все. Нет, надо их везти куда-то в соседний регион за 200 километров. Для чего, с какой целью? Опять же, это не ясно. То есть это прямое указывает на то, что вот типа я вам покажу, я вам устрою, я тут хозяин, мне тут все сходит с рук. Не сойдет. Не сойдет. Каждый человек уже противник того, чтобы вот это сходило с рук. Все, что вот, возможно, все парламентские, демократические, гражданские и все эти методы будут использованы для того, чтобы отстоять нашу точку зрения, нашу гражданскую позицию, наше гражданское право. В чем ваши требования? Есть ясно озвученные резолюции съезда Тейпов Ингушетии от 27 октября 2018 года. Есть опять же резолюция Всемирного конгресса ингушского народа от 30 октября того же года прошлого. Есть резолюция митинга недавнего, который состоялся 26 марта. Соответственно, все они сводятся к тому, чтобы вернуть народу право выбора главы всенародным голосованием. Есть представители в Совете Федерации территории, в Государственной Думе. Как они сейчас представляют или не представляют интересы народа? До настоящего момента мы этих людей как-то не слышали. Вот буквально на днях появилась такая тема, очень интересная и очень такая загадочная. Люди насторожились. Типа бросили клич, что по инициативе озвученных вами людей собирается московская община, человек 120, и они вылетают в Ингушетию для того, чтобы пообщаться с силами оппозиции, там, представителями этих религиозных движений, потом со всем этим багажом пойти с главой, выложить все эти наболевшие народные проблемы. Но в день, когда истекал срок, 10-дневный срок заключения этих людей, отсюда с Москвы тоже вылетали люди, и там на месте приходили, и адвокаты там на месте работают, довольно внятные люди. Они пообщались с этими людьми, которые непосредственно находятся в изоляции. Те же сказали в свою очередь, что ни одному человеку не дано право от нашего имени садиться за стол переговоров с этим беспредельщиком. То есть здесь других мнений быть не может. Соответственно, я, когда узнал об этом, я уже начал обзванивать тех людей и сообщать им, те, которые собрались уже поехать. Это люди, умудренные опытом, может быть, да, дольше нас прожили на этом белом свете. Однако некоторые вещи им совершенно непонятны. Они все-таки склоняются к тому, чтобы, а вдруг эти переговоры к чему-то приведут. Но человек, с которым они задумали переговоры, который раз уже, тысячный раз доказывает обратно, что с ним переговариваться, договориться о чем невозможно. Практически невозможно. Поэтому те ребята сказали, пусть нам дадут хоть по 100 лет, но мы ни одного дня не спрошенным с виновника этой нашей беды не оставим. Это раз. Во-вторых, от нашего имени садиться за стол переговоров никому нет никакого основания. Сегодня вот и депутаты, вот эти сенаторы, было бы хорошо, когда они, если бы они появились в октябре прошлого года на митинге, да, пришли бы и сказали свое слово, свое веское слово. Оно было бы веским, они были бы приняты. То есть, да даже тот же глава был бы принят. Это смешно, когда народ гонит, пусть назначенного руководителя, швыряя в него пластиковые бутылки. Да, это, конечно, этим вреда не причинишь здоровью, но неприятный факт. Если бы это не стало достоянием всего мира, я бы об этом не говорил. Я бы сам сторонник того, чтобы утаивать вот такие вещи. Нездоровое это явление. Не хотим мы этого. Народ Ингушетии хочет жить по закону.
по Конституции, в соответствии на равных правах, на равных со всеми народами правах. Единственное наше требование. Вот. А то, что нам говорят, мы вас перемолим, перемелим и сделаем, слепим из вас все, что угодно, ну, я не знаю, до сих пор не получалось ни у кого.